Интернет такая штука. То он есть, то его нет. Поэтому сегодня в видео ты найдешь 25 крутых оффлайн игр, которые я разбил по жанрам. Экшены, симуляторы, шутеры, ну и так далее. И все это для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни-сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаеку. Но перед началом ролика, так как видео рекламы нет, я бы хотел попросить тебя, чтобы ты подписался на мой телеграм-канал. В основном там выходят только анонсы роликов, поэтому, чтобы чуть что не потеряться, подпишись. А ссылочку ты найдешь в описании. Продолжение безумного симулятора, в котором речь идет о сумасшедших приключениях козла. Что могло бы случиться, если бы козел начал жить среди людей? Более того, козел сам по себе агрессивен. Он может бодаться или даже отправиться на крышу небоскреба, используя разное оружие, которое только найдет. В общем, тут будет чем заняться. Помимо прочего, проработали довольно интересную сюжетную линию. К особенностям игры можно отнести большое количество забавных отсылок к другим играм, наличие полной разрушаемости окружения и разнообразие транспортных средств, на которых даже можно прокатиться. Это крутая смесь Dark Souls и Ведьмака. Вас ждет крутое приключение и атмосфера, которая заставит держать вас в руках телефон. До самого конца сюжет вращается вокруг главного героя, отважного воина, чья судьба связана с исчезновением и поиском его любимой жены. Ваш путь будет полон встреч. Кто-то окажется союзником, а кто-то станет врагом. Но вне зависимости от того, кого вы встретите, ваш верный меч всегда будет с вами, готовым к битве. Сделай топ игр про футбол. Братишка, сделаем. Кстати, напиши ты. Да-да, ты, что смотрит ролик. Какой топ ты бы хотел увидеть на канале? Я все обязательно почитаю и посмотрю. Крутая игрушка, которая заставит вас покрыться холодным потом. Ужас начинается на территории разрушенной космической станции. Отсюда ваша команда начнет свой путь к собственному спасению. Где-то здесь, в поисках жертвы, мечется огромное инопланетное создание. Очень скоро он узнает о вашем присутствии и начнет на вас охоту. Вам придется встретиться со своей опасностью лицом к лицу и победить монстра хитростью. Взвешивайте каждое решение, планируйте. Только так можно победить чужого и покинуть эту космическую станцию раз и навсегда. При этом сделать это будет непросто. Эпичные битвы в мире будущего. Здесь вас ожидают невероятно зрелищные драки между киборгами, где каждый из них обладает своими уникальными способностями. Перед началом игры вы сможете выбрать для себя наиболее подходящего бойца, среди которых найдется мастер бокса, воины, вооруженные катанами, мощные громилы и многие другие. Для начала есть возможность немного потренироваться, или же все-таки начать проходить увлекательную сюжетную линию, где вы встретите немало интересных героев. Очень круто, мне понравилось, поэтому советую поиграть. В этой игре вы сядете за руль раллийной машины и примете участие в динамичных гонках. Вас ждет большой выбор автомобилей и сложных раллийных трасс. Игра имеет реалистичную физику движения, отличную графику. Чтобы победить, необходимо первым пересечь финишную черту и показать лучшее время. Сделать это довольно сложно. Дождь, град, снег и другие внешние факторы способны серьезно снизить скорость, что даже может занести машину на мокром асфальте. Незначительная ваша ошибка может повлиять на результат в гонке, поэтому продумывайте систему прокачки для каждой из трасс. Это значительно позволяет улучшить ходовые качества, сократить время разгона, увеличить максимальную скорость, повысить маневренность и устойчивость машины в разных условиях. Всем, кому нравятся раллийные гонки, однозначно советую поиграть. Это очень крутой симулятор дрифта, где для начала придется пройти обучение, где нас познакомят с основами и покажут, как нужно управлять автомобилем и как делать не стоит. Всего в игре 6 основных режимов. Это кампания, одиночная игра, парный дрифт, чемпионат, ну и так далее. Изначально будет доступно несколько, остальные откроются по мере достижения определенного уровня. И самое главное, мы сможем попробовать себя в роли дрифтера с турнирами, кубками и крутыми тачками. Собственно, как Вин Дизель прописал.
Это у нас классический раннер, где придется шашковать на дороге. При этом тут достаточно безумные и непредсказуемые правила. Игра вынуждает нас вдавливать педаль в пол и нестись по проезжей части, маневрировать между автобусами и машинами, набирать очки за риск и опыт. А за проявленное мастерство мы сможем открывать новые тачки. При этом их тут довольно много. И даже тут есть старые добрые тазики, типа копейки. В целом круто. Тут нам придется рассекать на безумных скоростях, прокачивать свои водительские навыки и не забывать время от времени заглядывать в гараж, где мы найдем море инструментов и деталей для улучшения своих тачек. Конечно же, одним из главных достоинств игры является ее графика, выполненная в лучших традициях гонок. Плюсом к этому тут идет реалистичная физика, простое управление и целый ворох разнообразного контента. К сожалению, игрушка доступна только на Apple девайсы. На Android, как обычно, ждем. И мы переходим с тобой к следующему жанру. Смотрели ли сериал «Декстер»? Так вот, в этом симуляторе нужно будет делать нечто подобное, но ради денег. По самому геймплею вы будете в роли художника, который будет убирать следы преступления, собирать улики, носить трупаки в машину, расставлять предметы и собирать мусор. А о чем сюжет? Мы, как главный герой, узнаем о страшном диагнозе своей дочери, и на лечение нужно много тысяч долларов. А главный герой умеет только одно – чистить места преступления. Поэтому мы беремся за эту работу. В целом выглядит и играется довольно интересно, поэтому советую посмотреть. Это игрушка, в которой придется тестировать технические возможности разных автомобилей и одновременно с этим симулятор аварий. Водителям предлагается масштабный и богатый для возможностей полигон, где есть все для того, чтобы успешно опробовать выбранную тачку, а также зрелищно ее разрушить. Но при этом мы сможем постараться ее сохранить. Но это будет сделать довольно сложно. Доступно 37 автомобилей, которые разделены на несколько классов, и каждый из них можно испытать на прочность. Вас ждут невероятно просторные локации, трамплины, рампы, ловушки и самые разные преграды, способные превратить ваш автомобиль в груду бесполезного металла. Поэтому, если ты любишь, либо когда-то играл в принципе в BeamNG Drive, то тебе точно понравится. Поэтому советую поиграть. А все ссылочки на игры ты найдешь, как обычно, в описании к видео. Передай привет, пожалуйста, Артему из 6 В. Я уже давно прошу. Без проблем. Тёма из 6 В класс. Привет вам. Это симулятор дальнобойщика, что обязательно должен попасть в коллекцию любого фаната таких симуляторов. Событие развивается на огромной карте, что повторяет территорию Западной Германии с крупными населенными пунктами, различными объектами на трассе, целой паутиной дорог, а также многими факторами, что добавляют жизни в происходящее. Вы же по устоявшейся традиции жанра будете не только совершать перевозки грузов, но и развивать свой бизнес. А красивая графика, система повреждений и внятное управление только добавляет плюсов к игре. И тут вы сможете без ущерба окружающему миру начать уничтожение целых домов. В вашем распоряжении будет достаточно внушительная кувалда, при помощи чего вы сможете громить на щепки стены домов, мебель, ограждения, стекла и многое другое. Помимо грубой физической силы, вы сможете все поджечь и наблюдать, как все сгорает дотла. Также есть и другие добавочные предметы, и еще куча разных пушек. Это довольно прикольный симулятор, где придется управлять и развивать свой магазин. Если изначально у вас небольшой магазинчик с небольшим ассортиментом, то с умелым управлением вы сможете вырасти в огромный супермаркет с редкими товарами. В своем магазине вы занимаетесь разными делами, начиная от расставления товаров и заканчивая их заказом. Очень важно следить за рынком в поисках разных скидок, ведь вы сможете приобрести важные для вас товары по хорошей цене, что позволит получить хорошую прибыль. Получая прибыль, вы сможете развиться в огромный супермаркет, которым управлять станет сложнее, но при этом прибыль будет выше. Хотя, по идее, если нанять кучу сотрудников, то будет нетрудно. Вообще классный симулятор, мне понравился, поэтому советую поиграть. Это жуткая история, где вы просыпаетесь в незнакомом доме, испытывая боль перед входной запертой дверью. Исследуя мрачную обстановку, полную поджидающих монстров, вы должны собирать предметы и принимать критически важные решения для выживания. Уделяя внимание атмосфере, вы столкнетесь с необычным чувством одиночества и страха, а сюжет игры черпает вдохновение от известных тайтлов, таких как Silent Hill и Resident Evil.
Это крутой хоррор. Здесь вас ждет темный и опасный мир, который будет напоминать вам детскую, страшную сказку. Вы познакомитесь с главной героиней по имени Шестая. Вам предстоит помочь ей найти выход из загадочного судна, которое наполнено блуждающими душами, ищущими новую жертву. Игра порадует приключениями, где вы посетите самые невообразимые локации, такие как страшный кукольный домик, выглядящий словно жуткая тюрьма, наполненную секретами и не только. Здесь вам предстоит встретиться со своими детскими страхами лицом к лицу, вовремя убегать от его смертоносных и пугающих обитателей, справляться с преградами и решать головоломки. И все это будет сопровождаться зловещими звуками. Готовы ли вы столкнуться лицом к лицу с этими страхами? Тогда вперед! Это жуткий хоррор от первого лица с элементами головоломки. Здесь рассказывается история про обычную ведьму, которая занималась своими делами, колдовала, совершала плохие поступки и сталкивалась с самыми разными монстрами. Исследуйте огромный дом ведьмы, постарайтесь найти выход и по пути разберитесь, что же все-таки произошло. Для этого понадобится найти множество предметов, подсказок, узнать получше ее историю и, конечно же, решать головоломки. Только ни в коем случае не попадайтесь ей на глаза, иначе может все плохо кончиться. Классные приключения с хоррор-составляющей, которая в моменте стала очень популярной. Так вот, недавно вышла уже даже 4-я часть, в которой вы снова встретитесь с Хаги-Ваги. Ну а вообще лучше с ним не встречаться. Главный герой оказался в заброшенной фабрике игрушек. Сейчас это место проклято, и вам предстоит пройти очень опасный путь к свободе. Отличная графика, масса страшных моментов, головоломки и все прочее не даст заскучать фанатам жанра. И кстати, это официальный порт, который перекочевал с ПК на наши мобилки. В целом прикольно. 9 Хаги-Ваги из 10. Интересный шутер от первого лица, в котором вы станете участником великой битвы с демонами. Отправитесь на арену и, используя свои особые способности и арсенал футуристичного оружия, чтобы уничтожить всех этих демонов. Тут вы будете играть за отважного героя. В каждом раунде вам предстоит противостоять волнам ужасных монстров, что будут пытаться вас прибить. Игрушка отдает духом того же Дума. В общем, повышайте свой уровень, развивайте свои навыки реакции, получайте больше оружия и интересные улучшения, которые помогут вам победить. Лай, а ты покупал скины в играх? Покупал только батл пассы, братишка. И ты напиши в комментариях, покупал ли ты скины в играх и в каких играх. Будет интересно почитать. Необычный шутер от первого лица, который переносит нас на Дикий Запад. Ваша цель — мстить за брата. Так что проверьте револьвер и в бой. Мочить всех своих врагов. Самое крутое — это замедление времени для точного прицеливания. Игрушка сможет похвастаться прикольной графикой, парой режимов и всевозможными достижениями. К особенностям игры можно отнести несколько режимов и отлично передана атмосфера Дикого Запада. Интересная игра на выживание, в котором вам предстоит ориентироваться в постапокалиптическом мире, кишащем полчищем зомби. Игра сочетает в себе элементы стратегии, управления ресурсами и боя. Нам придется собирать припасы, строить убежище и отбиваться от волн вражины. Сможете ли вы выстоять в этом хаосе апокалипсиса? Это прикольный шутер, который перенесет нас в трагичные и масштабные события. Там мы окажемся в роли одного из солдат, который практически всегда находится на передовой и в эпицентре всех боевых событий. В игре вас ждут 2 основных сюжетных линии. Каждая кампания рассказывает отдельную историю, связанную с одним из событий. Во время прохождения предстоит сражаться с разными противниками, ездить на боевой технике и участвовать в перестрелках. А к особенностям игры можно отнести это 2 полноценных режима, реалистичная физика стрельбы, множество уникальных локаций и неплохая графика. Но это у нас порты, и я бы сюда точно добавил. Это все игры от Rockstar Games, которые были портированы на нашу мобилку. Давай я просто их перечислю, и ты сам найдешь лучшую игру от Rockstar для себя. Bully, Max Payne. Конечно же, все GTA, которых на самом деле очень много. Туда входит даже Chinatown Wars, которая когда-то была эксклюзивом, но опять-таки не на телефон. Liberty City Stories, ну и вся трилогия. Что с YouTube? Плохо грузится?
Братишка, сейчас с ютубом правда происходит беда, поэтому не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Там все важные новости и ссылки на игры. А в этой игре мы окунемся в мир адреналина, шпионских интриг и лысого красавчика с татуировкой штрих-кода. Вот и пришло время вернуться к истокам и встретить легенду, потому что игрушка вышла не так давно, и возможно ты ее еще не успел заценить. А в игре придется представить, как вы в один миг становитесь тенью в толпе, главным героем своего собственного боевика. Вы сможете устраивать хаос, ликвидируя цель, используя десятки методов. Или, может быть, вы предпочитаете поступить с умом, придумав свои собственные тактики и переодеваясь как настоящий мастер маскировки. В игре каждый ход важен, как выбор между пиццей с ананасами, либо без. Я предпочитаю, конечно же, без. Выполняйте хитрые квесты, открывайте новое оружие, будьте внимательны к временным отрезкам, ведь каждая секунда важна. И помните, здесь нельзя будет расслабиться, иначе ваше задание обернется неприятными вещами. Так что вперед! И это прям реально крутой порт, поэтому советую поиграть. Это эпичная игра с любимыми героями мульта. А кто проживает на дне океана? Конечно же, Спанч Боб, Белка Сэнди, Патрик, а также многие другие обитатели Бикини Ботом, с которыми вам удастся повидаться. Где Планктон снова что-то задумал. Сможете ли вы объединить свои силы? Чтобы спасти город, придется играть сразу за 3 персонажей, каждый из которых имеет свои особые навыки и характеристики. Проходите различные испытания, квесты, выполняйте задания и положите конец планам маленького злодея. К особенностям игры можно отнести оригинальные герои культового мульта, возможность управлять 3 разными героями, довольно хорошая графика, а также поддержка геймпадов. В этой игре вам предстоит окунуться в мир великих сражений вместе с легендарными персонажами, которые расскажут, как именно они прокладывали себе путь в историю. Главный герой потерял свою семью и остался сиротой. В этой игре не нашлось ни одного человека, который смог бы заменить ему семью, и поэтому наш персонаж нашел свое призвание в боевых искусствах. В деревне, где он жил, упорные тренировки привели его к тому, что он стал первым мастером великой силы. Но пока он проживал свою историю, параллельно с этим развивались и другие события, в которых нам как раз таки придется принять непосредственное участие и спасти мир. В игре есть прокачка главного героя, крутая боевка и огромный открытый мир дает возможности разгуляться на полную катушку, поэтому советую поиграть. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас, скорее всего, сможешь поиграть в нее. Она должна была выйти еще 7 октября, поэтому вполне вероятно, она уже доступна. Выглядит прям очень круто, отдает той же Diablo, но со своей историей. Поэтому заходи в описание и смотри, доступна ли она. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. Подписывайся на мой телеграм-канал, чтобы не потеряться. И всем пока-пока.